В июле уровень рек может упасть до критического, прогнозируют гидрологи. В управлении компании «Алроса» доставка ресурсов и ценностей находится на особом контроле. Для оценки ситуации на месте в Усть-Кут отправилась рабочая группа специалистов компании. Александр Шершуков продолжит. Усть-Кут снова в центре внимания компании «Алроса». Завоз грузов, возможно, опять под угрозой. Синоптики не радуют прогнозами. Уровень воды в реке Лена практически не растет. За моей спиной вы можете видеть отмели изотонов. Глубина реки всего 2,50–2,70, хотя норма для этого времени года 5–6 метров. Спасти положение могут только затяжные осадки. Если их не будет, река обмелеет уже к июлю. Собственно, на волю случая в «Алроса» и не надеются. Поставка грузов в Ленск уже началась. Завезти самые необходимые в ближайший месяц. Задача номер один. Основные объемные грузы, основные необходимые производству, материально-технические ресурсы, которые нужно и необходимо ввозить рекой, мы должны вывести в первой половине навигации. Это ваша целевая задача, и она изменению не подлежит. Между тем, объемы поставок для «Алроса» в этом году увеличатся кратно. Чтобы обработать такое количество груза, Усть-Кутское отделение ОМТС временно перейдет на круглосуточный режим работы. На 15 мая 2014 года поступило технического груза. Это имеется в виду и в Ленречтранс, и в Усть-Кутское отделение 52 тысячи тонн, 52 177. То есть по сравнению с прошлым годом это в 5 раз больше, чем было в прошлом году. Проработаны варианты доставки и на случай чрезвычайной ситуации. Если верховья Лены все же обмелеют до критических уровней, завоз груза по реке будет вестись со стороны Якутска от станции Нижний Бестях. Если вдруг опять будет низкий уровень воды, невозможно будет по полной загрузке, не хватать бы провозных возможностей. На следующей неделе мы уже здесь согласованно переговорили, организуем командировку в Якутск для того, чтобы предварительно договориться с перевалкой через Якутский транспортный узел. Специалисты управления «Алроса» обратили внимание и на проблемы усть-кутского подразделения. По каждому вопросу были даны четкие рекомендации и поручения, где что отремонтировать, где заменить, а где улучшить. Пообещали предоставить инвестиции для решения текущих проблем в обмен на результат, от которого сегодня зависит многое.